Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Четыре часа беседы, почти 50 вопросов и около 1500 журналистов. Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Чеборз открыл свои двери для любителей активного отдыха. В Грозном заработал новый фитнес-центр. Предотвратить угрозу и наладить подачу голубого топлива. В Аргуне ведется строительство воздушной линии газопровода. Классик чеченской поэзии. В Грозном состоялся юбилейный вечер Магомеда Дикаева. Пятница является одним из особых дней, когда все мусульмане собираются для обязательного рузба-намаза, для совершения молитвы в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Прибыл Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками. Богослов Адам Шахидов в своей проповеди рассказал о главном отличии хавариджей. Он напомнил слова имама Ахмада ибн Ханбали о том, что не видели на земле людей хуже, чем представители этого течения. О масштабах угрозы всему человечеству со стороны этих врагов ислама свидетельствуют две чеченские войны и сирийская трагедия. Богослов подчеркнул, что в республике это зло удалось искоренить благодаря политике Ахмата Хаджи Кадырова. خينش كيجي يوش خلق خوارج دائما سفهاء الأحلام حيقل شتوان دولش حيقل سويليا تحني كيفر أغوى بوش حيقل دوش ناخلقش يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء ديل كتاب قرآني قيقش خلقش قرآن عملي يز قرآن دهوة وديز ديل زكون دهوة وديز بوش قرآن حلق دقنا خلق ميلح وأما قرآن خم ده ترجح قرآن خم ده ترجح بوشن علمنا معا موضنا نيس تفسير ديش خرباس إش قرآن نيس معا داقش خرباس إش تغنى يديلو مستغي يخوارجش تارنا شينا خينا شن يهتك بعضوتي سير بول خماه قاعد دغور بوتي دلح ترجع ويجا بقى بقوي ديل يلشتم عليه الصلاة والسلام بحقن بول تير بيلدش بيلشارن يقح ديل لهتا أقر ونش مشن ألا يلشتم عليه الصلاة والسلام تير كره بيلدك أس خوارجي كره بيلدك بيلشارن يقح أقر ديكوه بيش سيلح بيش مشن ألا أت حديثا ما عندش قيس حديث أحدوه يلشن صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يوسمان سما يوق ديق الويق إيش بي إنشارنا سير كرخ وبيلشارنا تربل عيلس ديل ريس خلصن شيء زمان قحة أس خوارجش بحال قوم بشي أسكر أصحابي تابعيني أسكر دعوتي زمان شوع سير دوق أول إيش تربل عيلس بنخل بوش بوش حيه مخ شيء أسكر إلى سوا لا دوق شيء ديل يلشنو صلى الله عليه وسلم أس خوارج بحال قوم بينشن إيش بي إنشن يتن يوشول يلشاشون دعيتش إيش بي أديتر تنظر بقطع عمل يرمياتر أشكال ديل له تاع إيش أقر وقام خلر ديل يلشنو تن أصحابش علمناها بيلقلدنا ويقيقم به ويديشك وينانوشك ويقلدوش خربوش بولش ناخية دول دحار أش شي شوح خربوش بولش كيجيش ناخ حسبي ظلم قاچح اخر دشون شگر ظلم دالح شو بيزول شگر ظلم دالح اخر دشون دالگرگاه جوف اللحوق هور بوسو بستگه شي بيزول لخه جوب دلره وزي سي الله خير وش بولش الله داله ديل يلشن أمة عليه الصلاة والسلام ديل يلشن تيشليت أقبل ونحبو أل تو بيلقل بين خل بوش بول
os khawariji zulmах fitnах царах дел элчон умат фаргат дакил. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. После глава республики вместе с соратниками совершил Рузбанамаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. В Москве завершилась большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина. 12-я по счету. Она традиционно прошла в Центре международной торговли. В зале собрались более 1400 журналистов, а это новый рекорд. Вопросы касались всех сфер деятельности. Это и экономика, политика, международные отношения, сирийский вопрос и многое другое. Подробности прямой линии с главой государства в следующем сюжете. 4 часа, почти на час, больше, чем в прошлом году. Около полусотни вопросов, и каждый так или иначе касается нас, россиян. Уже несколько лет подряд экономика страны старается выйти из кризиса, поэтому неудивительно, что вопрос президенту о самочувствии российской экономики прозвучал первым. И судя по результатам, озвученным Владимиром Путиным, мы на пути стабилизации. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году. Это было 6,1. В этом году у нас будет уверенно меньше 6. Скорее всего, мы так думали, что где-то будет 5,7, 5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей. В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется со знаком плюс в целом. Среди показателей, которые вселяют оптимизм, увеличение золотовалютных резервов Центробанка и сокращение вывоза капитала из страны. Однако проблемы остаются. Так, например, снизились реальные доходы населения. Однако за последние месяцы наблюдается очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики. Хотя доходы российского бюджета в большей степени зависят от экспорта энергоресурсов, заметные результаты в этом году продемонстрировал аграрный сектор. Рост больше, чем на 4%. И это лучший показатель того, что программа импортозамещения работает. По словам президента, в 2017-м АПК будет выделено еще 216 миллиардов рублей. Рассказал президент и о будущем оборонной отрасли. По словам Владимира Путина, это сегодня основная статья экономии. И в ближайшие годы расходы на нее будут сокращаться. Однако экономия не отразится на планах по укреплению обороноспособности. В предыдущие 5 лет достаточно много средств направили. И, что очень важно, мы в этом году погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность нам сохранить вот те параметры, о которых я сказал. У нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе и майских указов президента 2012 года. Кроме того, мы целиком и полностью сохраним поддержку промышленности. Это будет 2,6% ВВП. Вопросами российского вооружения живо интересовались не только российские журналисты. Так, репортер ведущего американского издания Wall Street Journal спрашивал у Владимира Путина, не планирует ли Россия укрепление ядерной составляющей обороны. По словам президента, страна действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам. А предпосылки новой гонки ядерных вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО. Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Это не случайно я об этом сказал. Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора. И в силу модернизации вооруженных сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества. Есть комплекс причин. Не последнюю роль играет, конечно, и модернизация вооруженных сил, как обычной ее составляющей, так и ядерной триады. Должен сказать, и здесь не секрет, мы этого не скрываем, действительно мы проделали очень большую работу по модернизации
ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших вооруженных сил. Это касается и РВСН, ракетных войск стратегического назначения, то есть тех, которые расположены на суше. Это касается морской составляющей. Известно, мы же ничего не скрываем. Вводятся в строй новые атомные подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту. Это касается и авиационной составляющей, и по носителям, то есть по самолетам, и по ударным системам, которые у них под крылом. Мы действуем в строгом соответствии, я хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3. Журналистка из Пензы спросила Путина, что в будущем году ждет пенсионеров. Как известно, парламент недавно принял закон о единовременной выплате для тех, кто получает пенсии. Деньги на это заложены в бюджете. В начале года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам, вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5 тысяч будет даже больше, чем, возможно, была бы индексация в течение года. Ну и в следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года. То есть мы вернемся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Тщательно следил за пресс-конференцией президента и Рамзан Кадыров. Это было заметно по количеству публикаций на официальной странице главы Чечни в Инстаграм. Здесь же был озвучен вопрос, который Рамзан Кадыров неоднократно поднимал. Не называть террористическую организацию ИГИЛ исламским государством. Эту инициативу на недавнем форуме СМИ СКФО озвучили представители чеченских масс-медиа. В частности, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Эта идея сегодня была озвучена и на пресс-конференции. Как вы считаете, не было бы логичным и правильным запретить хотя бы в средствах массовой информации употреблять словосочетание «исламское государство»? Я бы предпочитал, чтобы действительно в СУе не употребляли ислам рядом с террором. Спросили сегодня Владимира Путина и об урегулировании ситуации в Алеппо, а также российско-турецких отношениях. По словам Путина, убийство посла Андрея Карлова говорит о проникновении деструктивных сил в армию, спецслужбы и органы власти Турции. И это носит глубокий характер. Путин уверен, что история с самолетом и убийство посла имеют между собой параллель. Он выразил уверенность, что события в Анкаре не помешают развитию отношений с Турцией. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность, значение российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать в урегулировании ситуации вокруг Алеппо. Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и вообще руководство Ирана. Речь идет о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Ряд вопросов касался Крыма, точнее интеграции полуострова в энергетическую систему страны. К слову, вопрос об участии в следующих президентских выборах Владимиру Путину задают как минимум один раз в год. А сегодня у главы государства еще и уточнили, пройдут ли эти выборы в 2018-м, как планировалось, или досрочно. Почему вы обязательно должны в 2018 году снова стать президентом России? И как бы вы ответили на вопрос, почему вы не должны стать президентом России? Ответ будет стандартным. Время созреет. Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии
в будущих выборах президента Российской Федерации. Здесь же обсуждались будущее российского угля, а также цены на нефть. Журналисты не обошли стороной необходимость введения импортозамещения консалтинга в России, совершенствования ювенальной технологии. Спрашивали сегодня президента и о практике назначения губернаторов. Иностранных журналистов особенно интересовали отношения России с Европейским Союзом. По словам Путина, страна заинтересована в развитии партнерства с ЕС, однако ей нужен единый партнер, с которым можно вести диалог. Мы заинтересованы в развитии отношений с Европой. Мы будем к этому стремиться. И, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнер, с которым можно говорить. Вот для нас что важно. Но если это будет не так, мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне. Седеса Апарова, Динара Мурадова и Зелим Закаев. Новости. В Грозном открыли один из самых крупных фитнес-центров в России. В нем сразу смогут заниматься до 500 человек. Известно, что с посетителями будут работать квалифицированные тренеры. На торжественное открытие приехал Рамзан Кадыров вместе с первым заместителем министра России по делам Северного Кавказа Адисом Байсултановым и именитыми спортсменами. Оценил новый объект и наш корреспондент. 1700 квадратных метров спортивного пространства и около 200 тренажеров. Этот зал станет еще одним излюбленным местом чеченской молодежи, уверены участники торжества. Ведь для этого здесь имеются все условия. Фитнес-центр, на открытии которого мы сегодня собрались, является одним из лучших в СКФО и одним из лучших в России. Оснащен самым современным оборудованием. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что он предоставил возможность для развития, чтобы открывать такие огромные и значимые фитнес-центры, в которых будет заниматься спортом молодежь. Центр построен за счет инвестиций. Заниматься в нем могут одновременно до 500 человек. Всего же в Грозном на данный момент функционирует почти 200 спортивных объектов, рассказывает мэр столицы. По словам Муслима Хучиева, спорт в республике развивается большими темпами. حقيقة بو حبوا وديريز كلهم هتانا قالوا تعطينا زادش كلوتي Грозный и республику спортивный культурный центр Бохтан реальность. Рамзан Кадыров, в свою очередь, поздравил всех собравшихся с открытием объекта. По его словам, он станет еще одним подспорьем для населения в поддержании здорового образа жизни. Voor metadon, городачка, Алавадон, мусульман, 186 спортивный объект, Аричба, идет результаты. И спортивный объект сагрич, спортом заниматься, и мы около спортивный, инс хокор хиллердон, Алабодон, Сундон, Казахи, أقول لك أخبار تلاش، أكاو وقام دقي ديديش، هنداشي تغن حالات دون يلو ريزلتات يجريش دون أكا هيك دون أما ده دون ريزلتات بودو شو هيك دون أدو دون موتوش أو دون أهيك ديش تو موتوش أو دون شيء دون خانية يشو دون إستو ويقوم تياكيد ويقوم دون ديش أور دوزيد ويقام دون أعمل عاش دراز أو بالدول سلام دي سادوش فوتبول دون ودحر بدرجات إنشينا نوح وين هو يش فوتبول وين هو يش كولتور وين صبرناش كولتورا سبورت يول ناخن وين تلنا يولت إيه مزيد شرع وين تيروريستو اكستريميستو بيوخم شو بوصلت إيه خيتي دبوزي هورشم فوتبول لوز هورشم خلقي بول هورشم إلي أو ليش بوش نحن بوهورشم دون ال ديكش أو دوزي دون أردول ديت وينوش تشر دون هون داجي إتيول بيوي دون نحن وين كديش يات دون وين تون أقري على أكتين تون دليو وين تون دون ترى فزبوش ياتشني دون وين نحسن داغ ديش دو دون ترى وين دون الحمد لله دخلت أبديتش كان ناقل ديك ديش دو إز دون وين تديش بوش ناي تسلع دون شيق او ماستر بي از دونه تلو الى داتين توش دونه تان سبورت زانيماتسا دخلوا يو شيق او بيزاباسلر يخلوا ميتش ريسبكت اوبراتسيون دون وتشاسو داخلوا مو البل بول بليرش بوتش تان و مخكا دونه يوشمن دون شي سدا دالكيشي بو و شي سدا لا و او ما ديكت ياقيت دونه عرب احيوكش بو اش جيروش موسل داس زون دونه جيروش كيو دون условия есть дон ميتش دون и условия что да мол ахи yiru да сонеса предложение до харинчак дона и гладиатор бо что дош дона из дон санхена до гладиатор хой дон ё иза вен чабор салх вен дон хал зала و чабор يترخل دون دخل دو وين دون دون ودا يا عبد وين با على دون محمد سن دون техничный وش محمد سن перспективный وش محمد سن دون شي ويس صعب بيد دنيا جوان واتنون خليش يا خير واتنون
После официальных выступлений Рамзан Кадыров вместе со спортсменами разрезал красную ленточку и осмотрел зал. Фитнес-центр разбит на 3 зоны для занятий ММА, фитнесом и кроссфитом. По каждому направлению с посетителями будут работать сертифицированные тренеры. Рамзан Кадыров лично пробовал спортивный инвентарь. Кроме того, здесь также имеются сауна, солярий, гардеробная, душевые кабины и молитвенная комната. Рамзан Кадыров осмотрел и эту часть объекта. Увиденным глава Чечни остался доволен. Рамзан Керимов, Булат Баканаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В Аргуне ведется строительство воздушной линии газопровода. Дело в том, что из-за паводков на поверхность поднялась подземная труба. Это грозило возникновением чрезвычайной ситуации. Поэтому специалисты решили провести линию голубого топлива над уровнем реки Аргун. Напомню, через нее осуществляется поставка газа в большую часть республики. Как ведутся ремонтные работы, расскажет Хамзат Аюпов. Трудно поверить, но еще полгода назад эта труба находилась на глубине почти 3 метров. Но из-за весенних паводков ее местами потихоньку вытолкнуло наверх, даже несмотря на вот такие бетонные удерживающие конструкции, что и вызвало необходимость постройки воздушной линии. Но причиной всплытия трубы эксперты называют не только одни паводки. Свою роль сыграли изменения русла реки, сильное течение и немалые грунтовые воды в этом месте. Ну а саму трубу, которая уже частично на поверхности, может в любой момент разорвать. А это оставит без газа всю восточную и южную части республики. Если в таком состоянии оставить, конечно, там может быть еще потоки, что-то привести, может удар какой-то, может трубу разорвать. Пригадать, какое будет течение воды, зеркало воды. Это, конечно, трудно. Протяженность всего перехода 640 метров. Диаметр трубы как старой, так и новой 700 миллиметров. К постройке воздушной линии приступили 20 дней назад. Время выбрано не случайно. В этот период в реке наименьший уровень воды. На месте работают 2 бригады. Газ уже запущен через новую линию. Осталось лишь покрасить и полностью вытащить старую трубу из-под земли. Кстати, она еще может пригодиться. Ее будут использовать как запасной переход на случай непредвиденной аварии. Хамзат Аюпов, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. Праздник для самых маленьких. В Грозном состоялась премьера новогоднего спектакля. Театрализованное представление организовали представители Министерства молодежи для детей-сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Впечатлениями ребята поделились с нашим корреспондентом. Такие мероприятия для детей Министерства Чеченской Республики по делам молодежи организовывает ежегодно. В этом году посмотреть зимнюю сказку и получить подарки от регионального общественного фонда имени Кадырова смогут около 2000 детей. Ребят поздравил и министр по делам молодежи Иса Ибрагимов. Пока артисты за кулисами готовились к выступлению, дети с удовольствием поднимались на сцену. Кто-то рассказывал новогодние стишки, а кто-то пел песни. Зеленая была. Да нет, она же была розовая, нет? Зеленая? Зеленая. Ты точно видишь? Да. А красивая елочка? Да. Как ты? По традициям на Новый год всегда новые сценарии. Участниками этой сказки стала детская студия «Ихсан», которая уже полюбилась зрителю. Для них это только 2-я постановка. Чтобы адаптировать сказку, сценаристы добавляют в постановку и современных героев. Роботы-гиганты, так называемые трансформеры. Детишки с удовольствием наблюдали за всем происходящим на сцене. По глазам малышей видно, что сказка им очень понравилась и что все остались довольны. Мне очень понравилось, когда спасали Девушку Морозу, а трансформеры спасали Человек-паук. Новогоднюю сказку посчастливилось посмотреть детям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. После окончания премьеры ни один ребенок не ушел без подарков. Изнаур Заурбеков, Марх Ахмадова и Ислам Расуев. Новости.
Пока одних развлекают актеры чеченского театра, другие готовятся посетить кремлевскую елку. 48 ребят из Чечни уже отправились в Москву. Это дети из социально незащищенных семей, сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, отличники, победители различных олимпиад. Проводила ребят и моя коллега Лариса Джабраилова. Увидеть кремлевскую елку эти дети смогут уже через пару дней. В ожидании поезда обсуждают предстоящее путешествие в столицу страны. Обеспечивать безопасность ребят в пути будут полиция и врачи. В числе сопровождающих также представители правительства, работники Минобразования и Комитета по дошкольному образованию. Проводить школьников приехал и вице-премьер правительства Муса Ахмадов. Нашему региону при содействии главы республики Рамзана Ахмадовича выделяется определенная квота для детей с каждого района малообеспеченных, которые никогда не были в Москве. Поэтому и при содействии главы республики, при содействии регионального общественного фонда имени первого президента организована поездка наших детей. Я думаю, все они благополучно доедут, проведут эти новогодние мероприятия и возвратятся 29 числа утром домой. В этом году кремлевскую елку в Москве посетят 48 ребят из нашей республики. Школьники из разных районов от 8 до 13 лет. Для них эта поездка словно сбывшаяся сказка. Будет очень интересно на елке. А куда ты еще хочешь пойти в Москве? Кремль. Надеюсь, там будет весело, хорошо. А я в прошлый раз поехал в Крым. А там было очень весело. Первый раз я еду, я хочу увидеть много красивых мест. Моя сестра там была, и она рассказывала, что все интересно. Там очень хорошо, весело. Благодаря региональному общественному фонду детям подарили теплую одежду и обувь. Помимо посещения елки, у ребят запланирована экскурсия и посещение цирка имени Никулина. Сейчас нас наградили поездкой на кремлевскую елку. Ну, девочка отлично учится, является победительницей многих конкурсов. И мы очень рады, что есть такая возможность поехать на кремлевскую елку, потому что мы и сами когда-то в детстве мечтали об этом. К сожалению, наши мечты не все сбылись. Теперь мы радуемся за наших детей, которые благодаря нашему правительству, благодаря нашему главе республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову имеют такую возможность. Она дочь раненого сотрудника. Дейл Рейзхил, Далобери Хастиндок Хастил Рамзан Ахмадович. Хаз Долудин, Хаз Теюха, Когюхайл, Хазарбейр, Шелки, Хаусошбол, Дейл Рейзхил. Здесь же сотрудники МЧС провели для детей небольшой инструктаж и рассказали, как вести себя в случае возникновения непредвиденной ситуации. Новый год ребята будут встречать уже дома. Они не сомневаются, что желания, загаданные около главной елки страны, непременно сбудутся. Лариса Джабраилова, Хаважи Мунаева и Луиза Юнусова. Новости. Еще одна помощь дошла до адресата. По поручению главы региона министр труда Чечни посетил жительницу селения Ведено Сапият Бугаеву. Пожилая женщина является вдовой ветерана Великой Отечественной войны. В соответствии с законом об обеспечении жильем ветеранов ВОВ, в данной категории граждан полагаются денежные субсидии. Мамад Ахмадов вручил бабушке сертификат на улучшение жилищных условий и отметил, что работа в этом направлении продолжится и в следующем году. Вапач Рамзан Ахмадович, ветеран войны Буевой, вдова ветерана Великой Отечественной войны, цер горня, нарядил шхуду хаш, цер гуна осал юшу хаушлуш, цер юшу ди аршда кита дутана, вы улучшение жилья о программе, вы о программе цены сертификат дона, от хашот и одиночка эдевдош ахшдон. Грозненский педагогический колледж стал площадкой для проведения конкурса WorldSkills. Будущие педагоги попробовали выполнить ряд заданий выбранной профессии. Например, провести урок или родительское собрание. Студенты получили темы по жеребьевке и в течение 1,5 часов готовили презентацию. По словам организатора, WorldSkills по направлению преподавания в начальных классах проходят в республике впервые. Победители регионального этапа примут участие в конкурсе федерального уровня.
В Грозном состоялось очередное заседание Совета депутатов третьего созыва. На повестке дня был ряд актуальных вопросов. Свою работу депутаты начали с рассмотрения проекта об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2016 года. Совет депутатов также принял проект решения о внесении изменений в порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности города Грозного. Особой частью заседания стало вручение высокого звания «Почетный гражданин города» первому заместителю председателя Совета депутатов столицы Магомед-Али Тураеву и префекту Заводского района Хасану Камаеву. В конце встречи глава города Грозного Заур Хизриев подчеркнул, что в следующем году ориентиром работы депутатского корпуса станет политика главы республики Рамзана Кадырова. Специальное заседание Хлишу, это принятие бюджета, утверждение плана на следующий год именно в Совет депутатов, план на первое полугодие. За еще вопрос, Хлиш, ты так вопрос, что он это я что чекта, когда заседание Хлишу, хорошо, благодарю, что да, мало, когда фасхитер был, оба сошли, да, держу, я думаю, что мой бог, но Его поэзия покорила многих читателей. На его лиричные и душевные стихи композиторы писали музыку. Магомед Дикаев внес значимый вклад в чеченскую литературу 60-х годов. Творчество знаменитого поэта вспоминали в театре имени Нурадилова. Здесь состоялся юбилейный вечер. Тинатин Мазашвили продолжит. Вечер памяти стал своеобразной перекличкой поколений. Со сцены Национального театра звучали знаменитые песни, ставшие шлягерами на все времена. В этом году известному чеченскому писателю и поэту Магомеду Дикаеву исполнилось бы 75 лет. Здесь выступали как легендарные исполнители, так и восходящие звезды чеченской эстрады. جوا بازيرتن بقدر أقول شيء تجح حقلوش ده أدم دجح حقلوش أخشى خلش بتن شاناتون كينش كدايل أسيرة تسع مقا تون بيت يشتون خوردو تون مو خلا شيء خلق شيء ده محكي بيزم جوا برتن شيء ده محكي. Магомед Дикаев за свою короткую жизнь оставил богатое творческое наследие. Он стал национальным достоянием чеченского народа. Его песни из года в год не теряют своей популярности. Мы очень гордимся, что он является представителем нашего народа. Каждые 5 лет мы отмечаем круглую дату чеченского знаменитого поэта, лирика 70-х, 60-х Магомеда Дикаева. Это один из самых ярких поэтов. Сегодня современные наши артисты, певцы, они исполняют эти старые песни в новых аранжировках, в новых интерпретациях. И настоящая поэзия, она никогда не угасает, и настоящие песни, они остаются. И тому доказательство сегодня полный зал, зрители и артисты, которые перепевают старые хиты. Отдать дань памяти собрались друзья Магомеда Дикаева и его коллеги по творческому цеху. Каждый рассказывал о своем знакомстве с поэтом и его творчеством. Вишта драматический эвояцин от или яхдона цаек спектакль вот то спектакль акция несотни или дахар гой директ дахар гойч так то это музыкальное училище после Грозных дюштер сухенчо аушкети шей текст шаязин келязин гойч тон дух санахаз аушкети арто Мухаммад там ом доглош ወይ ом история доглош авиан контор Магомед Дикаев Исамбул энтивай. Магомед Дикаев стал творческим наставником для многих артистов своего времени. Среди них народный артист Чеченской Республики Рамзан Паскаев. Он не намного был старше меня, на 5-6 лет. Первые мои песни были написаны на его стихи. В то время я играл в ансамбле «Войнах». У меня тоже появились композиторские данные, я стал писать музыку. И на первую мою музыку «Мялёго бюса квелина його стиглара марха шьялха яш сааржа мялха кылбиха йолу дюнина гила ойла яш». А эта песня по сей день живет, потому что этот текст, который был написан Магомедом Дикаевым, он был образно
эмоционально представлен слушателю как картинка. Его творчество пропитано духом патриотизма. Поэт трагически погиб в 1979 году, но успел навсегда остаться на страницах истории чеченской культуры. Тинатин Музашвили, Луиза Юнусова. Новости. Хорошая новость для любителей спорта. Уже сегодня в спортхолле Колизея состоится международный турнир по тайскому боксу. В рамках лиги WHMC состоится первый турнир. На ринг выйдут 14 пар бойцов. Здесь пройдут от показательных детских до взрослых поединков. Уже состоялась церемония взвешивания спортсменов. Как прошло мероприятие, расскажет Хамзат Аюбов. Их вес на двоих составляет всего 64 килограмма, но они уже в центре внимания объективов. Откроют завтрашний международный турнир юные Максим Винник и Абдулрахим Дудуев. Правда, их поединок только показательный. Сразу после них в ринг выйдет еще одна пара в категории до 32 килограммов. Джонни Кокаев из Алании и Рамзан Хучиев, представляющий клуб «Ахмат». Двумя поединками представлены любительский муай-тай. В первой паре выйдут Артур Абагов против Амирхана Закриева. Ну а во второй ожидается жаркое противостояние двух победителей первенства мира по тайскому боксу. Казбека Ханикаева, тоже из Алании, и Тимура Сулумова, выступающий за чеченский клуб. Оба бойца являются победителями первенства мира по муай-тай. Нас завтра ждет потрясающий поединок. Во всех 4 поединках в предварительном карде выступят представители Северной Осетии: Владимир Тулаев, Алан Саламов, Тамерлан Хасиев и Алексей Дзигоев. Соперника у гостей в 3 встречах представители Ахмата: Ясин Музаев, Абубакар Эламбаев, Ахмат Закриев и один представитель Узбекистана – Фатхуллах Гафуров. Открывая основной кард, на взвешивание выходит узбек Беладин Мамасидиков и Майрбек Медиев из Чечни. Против представителей Дагестана Магомеда Амирханова выступит азербайджанец Исай Агаев. В категории до 60 килограммов в ринге сойдутся Шариф Мазариев, приехавший из Кемерово, и Кимран Набати, еще один боец из Дагестана. А Рамзан Ахматов выйдет против москвича Никиты Казакова. В заглавном поединке бойцовского вечера выступит один из лучших тай-боксеров Чечни Сайфуллах Хамбахадов. Против него Руслан Атаев из Москвы. Свой настрой на жаркий поединок бойцы показали еще на дуэли взглядов. Соперник довольно неуступчивый и очень серьезный соперник. Он долгое время живет в Таиланде, тренируется, выступает в тайских организациях, Макс Муай Тай, Топ Кинг. Очень волевой. Заранее не буду загадывать, думаю, ринг покажет. Надеюсь, мы покажем с ним красивый, зрелищный муай-тай. Ну и самое время выхода участников главного события завтрашнего вечера. Какой же тайский бокс без, собственно, самих тайцев? Боец, за плечами которого свыше сотни поединков и многообещающим именем Чарнгроб Пумпан Муанг характерно приветствует публику. Его соперник по прозвищу агрессор Арби Эмиев. Бойцы сойдутся в категории до 72 килограммов. Желание развивать тайский бокс в нашей республике. Наша республика такой развивался, но на таком уровне мы не могли до сих пор подняться. И сейчас думаем, начиная с этого турнира, очень зрелищно будут показывать бои. Спорт поднимется в нашей республике, именно тайский бокс имеется в виду. На высокий уровень, на международный уровень поднимем. Первый турнир новой чеченской лиги тайского бокса World Hard Muay Thai Coliseum пройдет в Грозинском Колизее. Всего 14 поединков, 8 по правилам лиги WHMC, ну а 2 главных боя вечера пройдут по традиционным правилам Muay Thai без перчаток. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Зелим Закаев. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Адык Елшин.